Это исключительный пример сегодня на территории Российской Федерации государства частного партнерства. Сегодня Якутия представляется одним из самых качественным углем мировой конъюнктуре, в мировом рынке. И сегодня запасы углей в Южной Якутии самого прекрасного качества углей составляют 49 миллиардов тонн. Из них надо сегодня, именно создавая условия открытого способа добычи, добиться успехов. Этим сегодня занимается и компания «Колмар». Для того, чтобы поддержать компанию «Колмар» с точки зрения государства, были приняты ряд решений правительства Российской Федерации. И сегодня на Игнагнинском месторождении уже реализован проект по строительству железной дороги для того, чтобы развивать это месторождение, эту компанию. Сегодня уже строится и завершается строительство линии электропередач. Итого более 3 миллиардов рублей за короткое время было вложено в инфраструктуру, за счет которого «Колмар» сегодня имеет возможность развиваться. Если «Колмар» совсем недавно начинала работать с 50 тысяч тонн добывать уголь, то сегодня компания добывает уже более 4 миллионов тонн. И сегодня темп роста добычи углей, который привлекает внимание иностранных наших партнеров, которые хотят получать жирную марку углей, они уже идут очень высокие. Именно темпы кратные по отношению к прошлому году. Поэтому я сегодня очень доволен той деятельностью, которую ведет компания «Колмар» во главе с его генеральным директором Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, который сегодня добивается очень таких хороших, эффективных результатов. И таких проектов в Южной Якутии, в целом в Якутии сегодня мы видим, и в перспективе они будут реализованы. В Якутии сегодня непосредственно на этом форуме представляет 5 больших проектов. Одним из них, который является проект «Колмар». Поздравляю, Сергей Евгеньевич, вас с этой победой. Дай Бог, чтобы эта работа. Вы смотрите, что происходит. Сейчас за стеной находится одна из самых знаменитых торговых марок Японии, компания «Марумени». Поэтому они сидят, ждут Сергея Евгеньевича, потому что они понимают, с кем имеют дело. Большое спасибо, Егор Афанасьевич. Сергей Евгеньевич, вам слово. Южная Якутия действительно уникальный регион, где сосредоточено огромное количество всех ресурсов, и их необходимо развивать. Но без поддержки российского государства и правительства Якутии это было бы вряд ли возможно. Я очень благодарен Егору Афанасьевичу, лично ему, который вместе со мной ходил по многим кабинетам и добивался того, чтобы у нас были такие механизмы, работали в компании «Колмар» частно-государственного партнерства. Я благодарен всему правительству Якутии, всем министрам, председателю правительства Данчиковой Галине Иннокентьевне, которые всегда нас поддерживали в любую трудную минуту. И результат нашей совместной деятельности получился очень-очень хороший. Мы действительно совместно развиваемся такими темпами, которые вызывают удивление у многих тех, кто с нами работает. Поэтому огромные еще раз слова благодарности Егору Афанасьевичу и спасибо российскому государству за то, что существуют такие инструменты частно-государственного партнерства, которыми компания, которая занимается добычей, может эффективно пользоваться. Спасибо большое. По просьбе коллег еще раз торжественное рукопожатие, если можно. Конечно, да. Тот самый знаменитый коллеги, концентрат, обратите внимание. Это концентрат, который мы приготовили на своей обогатительной фабрике. 31 мая этого года вместе с Егором Афанасьевичем мы запускали эту обогатительную фабрику. И вот уже результат. А сейчас идет погрузка первого судна в порту Восточном, который пойдет в Японию с концентратом. Это уже практически результат нашей совместной деятельности. Спасибо большое. Давайте